Я вижу только горящие глаза, я вижу очень позитивных людей, я вижу творческих людей, я вижу тех, кто любит создавать, любит творить. В мастер-классах по различным видам рукоделия могут принять участие все желающие. Эстет Курскиева одной из первых воспользовалась приглашением. Делится, что ранее неоднократно посещала обучающие курсы и теперь решила дополнить, а точнее сказать, расширить познания. Я уже участвую уже в 3-й раз. Я ходила на вышивание, я ходила на челночное плетение. Хочется еще научиться войлочное рукоделие. И на золотошвейку мастерство тоже буду ходить. Я сама преподаю в Доме культуры Кантышева 1 день в неделю. У меня там ходят девочки. Я хотела, чтобы они больше знали. Сюда приходить у них не получается. А те знания, которые я получу здесь, я донесу до своих девочек. Как рассказала руководитель Ассоциации мастеров войлочного ковроделия «Истинг», в текущем году в рамках проекта «Сейсерицей» запланированы мероприятия различного характера. Данный мастер-класс можно назвать стартом большой и очень интересной программы. В общем, дело в том, что у нас в этом году запланирован ряд мероприятий в рамках проекта «Сейсерицей», который поддержал Фонд культурных инициатив. И одни из курсов – это курсы по войлочному ковроделию, начинаются курсы по золотошвейному мастерству, куда приглашены специалисты из других регионов России. А войлочное ковроделие у нас преподают наши мастера. Сегодня у нас собрались здесь и будут учиться валять ковры в технике хэта, в технике истинг. Это ингушские традиционные техники валяния ковров. И сегодня мы планируем обучать этому женщин. Уже полюбившемуся мастерству валяния, переданному нынешнему поколению нашими бабушками и прабабушками, в этот раз обучение будет проходить в течение 8 дней. Занятия по несколько часов. Поступило более 70 заявок на участие, но есть и те, кому сложно добираться до места проведения мероприятия, ввиду чего много просьб учитывать и другие районы республики при организации таких мастер-классов. Эти 8 дней мы надеемся уложиться, научить их нескольким техникам валяния, именно традиционным техникам. Вы знаете, как только мы объявили, нас просто засыпали заявками и сожалениями, например, о том, что эти курсы не проводятся в Малгобекском районе, в Сунжинском районе, потому что людям оттуда очень тяжело добираться до Магаса в 9 часов. К сожалению, мы пока не можем организовать такие курсы в других районах, у нас пока в столице, но мы надеемся в будущем предоставить им такую же возможность, потому что очень много писем мы получали именно, например, из Малгобека. Наблюдать за процессом очень увлекательно. С интересом взялась за дело и наша коллега Мадина Дзортова. Судя по тому, как ловко она укладывает шесть, с уверенностью можно сказать, что есть талант и все перспективы его развивать и в этом направлении. Фатима Катиева, Мадина Маризеева, Маса Гигиев, Вести Ингушетия.